Еще до официального открытия фотовыставки у здания Государственного музея стали собираться люди. Ученые, творческая интеллигенция, молодежь пришли ознакомиться с ранее неизвестными снимками Тамары Шакрыл и членов ее семьи. На экспозиции представлено 107 фотографий. На них, кроме Тамары Платоновны, запечатлены ее отец и дед, ее сестры, племянники. По словам организаторов, важно было отразить не только жизнь и судьбу Тамары Платоновны, но и истоки формирования ее личности. Этими истоками, без сомнения, была ее семья, ее род и те традиции, которых они придерживались. На выставке в основном представлены фотографии из семейного альбома Шакрыл. Многие из них публика увидит впервые. Каждый снимок говорящий. Вот фото Константина Шакрыл, автора первого учебника абхазского языка для средней школы. Практически на каждом снимке он в окружении видных ученых и общественных деятелей страны. Замечательная личность в этой галерее – Соус Шакрыл, дед Тамары Платоновны, простой крестьянин, понимавший всю ценность образования. Отец Платона, Константина, Александра, Григория и Дуга. Это гениальный человек в моем понимании, потому что в то время крестьянин из села Лохно всем своим детям дал образование. Вторая фотография – это, конечно, фотография, которая была снята в Нальчике в 1989 году. По нашему мнению, одной из самых важных фотографий на этой выставке является вот фотография Тамары Платоновны, снятая в Нальчике в довоенное время, в 1989 году, на стадионе, когда формировался Конгресс горских народов Кавказа. Удивительно, что мы не смогли найти больше фотографий, где она выступает. На самом деле ее основная деятельность, помимо научной, была как раз посвящена, ее жизнь была посвящена национально-освободительному движению. Очень мало фотографий. Здесь и детские фотографии Тамары Платоновны, и фото, отражающие все обаяние ее молодости, и снимки зрелых лет. На них безошибочно угадываются и характер, и сила духа, присущие этой женщине. Многие из тех, кто пришел на выставку, лично знали Тамару Платоновну, были коллегами и единомышленниками. Тамара Шакрыл была уникальна во всем, и как личность, и как ученый. Беззаветно преданная интересам своего народа, она совершала поступки, требующие завидного мужества. Говорить о Тамаре Платоновне невозможно, и понять ее невозможно вне контекста ее семьи. Она является частью этой большой семьи, то есть это судьба семьи. Она сама говорила, мы выросли в этой среде, с этой болью. Увидев детские фотографии, много детских фотографий Тамары Платоновны, вы можете обнаружить, что в ее глазах всегда есть боль. Она ответила на такой вопрос: роль личности в истории. И она сказала такую вещь, что личность формирует народ. Это народ такой, поэтому у народа появляются вот такие личности. Она-то говорила это про Владислава и подобных ему, но это касается ее. Было ощущение, что она знает какую-то очень большую истину, большую правду. И она всегда верила, что все можно решить. Нет проблем, которые нельзя решить. И она была, говорят же, один в поле не воин. Вот она была один в поле воин. Очень часто она оказывалась одна. Даже бывало, что основная масса народа ее не поддерживала. То есть она верила в победу, и она побеждала. Она победитель. Фотовыставку посетил президент Рауль Хаджимба. В своем выступлении он отметил, что Тамара Шакрыл – яркий пример человека с высшими духовными идеалами. «Все мы в долгу перед ней», – отметил президент. На открытии выставки выступили также ученые и представители рода Шакрыл. Спасибо каждому, кто сегодня пришел сюда вместе с нами посмотреть в эти наши родные лица. Знаете, вот на этой выставке, мне кажется, видна вся история нашей страны. Вот такой энтузиазм, который был в 20-х, когда они строили свою национальную школу, когда создавали новую терминологию, когда расширяли функции родного языка, который фактически был только языком домашнего внутреннего потребления. Это тяжелые 30-е, когда мы теряли своих близких по наветам не очень доброжелательных людей. Это 40-е, когда фактически подросшее поколение все было признано и утеряно для нашей страны. И иллюстрация этому судьба Варламова. Это 50-е, когда уже невозможно было терпеть. И вот эта гражданская позиция, как мы сегодня говорим, очень четко проявилась в наших тетях,
и дедушках. Не боялись они ничего. Они открыто говорили о том, что их волновало, что волновало их народ. Тамара Шакрыл оставила заметный след в истории Абхазии, ярко и сильно выразив себя и как ученый, и как борец за права своего народа. Фотовыставка, посвященная 90-летию Тамары Шакрыл, завершится в конце сентября. Балакварча, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.